добрый день. Сегодня у нас вторая игра 1/8 финала. Этот год объявлен годом единства народов России. Какие вопросы вы подготовили в этом сезоне? Вы правы, в этом году год единства народов России. Ну, собственно, и вопросы подготовлены так, чтобы показать, как в исторической ретроспективе формировалось, скреплялось единство народов России. В той или иной форме все вопросы именно составлены в этом ключе. Хайырлы күн, хөрмәтле дуслар. Добрый день, дорогие мои телезрители, любители, знатоки истории. У нас 5-й сезон историко-культурного конкурса «Тархан», организованного Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Институтом международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета при поддержке Всемирного конгресса татар. У нас сегодня вторая игра 1/8 финала нашего конкурса. При этом хочу напомнить, что победители этого конкурса станут студентами Казанского федерального университета, Института международных отношений истории и востоковедения. Я с большим удовольствием приглашаю в студию участников 1/8 финала. Встречайте, Дина Яппарова, город Набережные Челны, Малика Бариева, Кукмарский район, Станислав Ермолаев, Алькеевский район, Виктория Мирлачева, Алькеевский район, Камилла Нурулина, город Казань. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте. Как настроение? Отлично. Боевое. Молодцы. Так держать. Сегодня у нас в качестве жюри ведущие ученые нашей республики, деятели культуры, которых я с большим удовольствием и представляю. Альбина Булатовна Абсалямова, главный редактор журнала «Казань», поэт, писатель, заслуженный деятель искусства Республики Татарстан Марина Маратовна Имашева, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории имени Шагабуддина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, и ваш любимый Марат Салаватович Гатин. Кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Татарстана Института международных отношений истории Казанского федерального университета. Этот год особенный. Это год единства народов России. И наша игра в той или иной степени посвящена этой важной для нас теме. В ходе игры мы с вами будем вспоминать эпизоды из истории народов России, истории Татарстана, как формировалось наше многонациональное государство, как формировалась наша многонациональная культура. Есть какое-то некое волнение, правда ведь, да? Вот чтобы это волнение снять, давайте мы поближе познакомимся с вами. Дина Яппарова, как ты вообще выбрала, узнала об этом конкурсе? Случайно наткнулась в интернете и пожелала принять участие, дабы испытать себя. Отлично. Это Дина Яппарова. Малика Бариева, Кукмарский район. Малика, а у тебя вот любимый период истории это какой? 18-й. 18 век. И что тебе там особенно интересно? Мне нравится дворцовый переворот Романовых. Алькеевский район, Станислав Ермолаев. Историей я начал заниматься недавно. Меня привел в это направление мой наставник Тихонов Сергей Юрьевич. Алькеевский район, Виктория. Я с большим интересом прочитал, Виктория, твое эссе. Мне, правда, оно очень понравилось, как-то вот запало. И особенно запомнилась вот эта твоя фраза. История – это единственная наука, которая дает уникальную возможность путешествовать во времени. Вот ты, если бы была машина времени, ты в какое время прежде всего совершил бы такое путешествие? Ну, хотелось бы во времена СССР. Ну что, это хорошо, это здорово. Так, ну и, наконец, Камилла, ты у нас в прошлом году ведь принимала участие. Я тебя хорошо помню. Какие у тебя впечатления от прошлого года? Знаете, впечатлений просто очень много. Я узнала столько нового и интересного о нашем крае. Поэтому я и захотела попробовать еще раз свои силы. Напомню, у вас 5 участников. Ну, к сожалению, вот игра устроена так. Из 5 пройдут 3. Я вам предлагаю, воспользовавшись машиной времени, совершить путешествие
наш Казанский край второй половине 16 и начала 20 века. Не возражаете? Нет. Отлично, я тоже. Послушайте, пожалуйста, меня внимательно. У вас в руках планшеты, на которых появятся варианты ответов. За правильный ответ мы даем 3 балла. И оценивается такой бонусный еще балл. Это дополнительный балл, если вы ответите первым. Начинаем. Вопрос номер 1. К какому времени относится возведение Межского городка? Варианты ответов. К 50-м годам XVI века, к 70-м годам XVI века, к 80-м годам XVI века и к 90-м годам XVI века. По-татарски это Мишатамак. Ну что, для начала очень даже неплохо. Камила, какой ответ ты выбрала? Я выбрала первый вариант, потому что я точно читала про это событие, и по моей памяти это было в этот период. То есть это 50-е годы XVI века. Ответ принят. Вот Дина у нас немножко задумалась, засомневалась. В чем была причина твоих сомнений, Дина? Я колебалась между 80-ми и 90-ми годами, Так. но в итоге приняла решение, что это все-таки 80-е. Здесь нельзя не согласиться с ответом Камиллы, то есть создание, возведение Межского городка относится к событиям Казанской войны 52-57 годов. Правильно таким образом ответили у нас Виктория и Камилла. Виктория получает 3 балла, Камилла, так как ответила первой, получает дополнительный 1 балл. Это очень неплохо для начала. Итак, вопрос номер 2. Укажите имя монарха, который был и в Касимовском, и Казанском ханствах правителем, то есть ханом. Варианты ответов. Мухаммед Эмин, Джан Али или Джан Али, Шах Али, Шейх Аулияр. Так, уже неплохо. Ну, разные есть мнения. Вот давайте послушаем. Вот Малика у нас ведь ответила. Но я выбирала между Джан Али и Шах Али, потому что они являются братьями. Но все-таки я подумала, что информации о Шах Али больше, и я выбрала его. Понятно, ответ принимается. Так, Виктория, да, у нас? Я между Шах Али выбирал и Шейх Аль-Аулияр. И все-таки ты выбрала 4-й вариант Да. ответа. Вот насколько ответы правильны, насколько логика здесь верная, нам, конечно, подскажет. Пожалуйста. Здесь правильный ответ прозвучал. Это Шах Али. Джан Али, он родом из Касимова, но в Касимовском ханстве он не был ханом, он был ханом только в Казани. Хотя вот здесь из перечисленных персоналей 3 человека, они вот из Касимова. Шейх Аулияр тоже был касимовским царем, касимовским ханом, но в Казани шейх Аулияр не правил. Правильный ответ – это ответ 3, Шах Али. И правильно у нас ответили Малика, кстати, первая ответила, получает дополнительный балл. Правильно ответил Станислав и правильно ответила Камилла. Ну что ж, неплохо, хлопаем. Итак, вопрос номер 3. Какая категория населения составляла основную массу зависимого податного населения Казанского края в XVI – начале XVIII веков? Служилые татары, ясачные люди, холопы, мурзы. Ответы получены. Марика, какой вариант ответа ты выбрала? 3. То есть холопы. А кто такие холопы-то? Я об этих людях не слышала, но методом исключения я выбрала 3-й вариант, потому что где-то я читала про холопов. Станислав, ты какой вариант ответа принял? Я ответил вариант 2, ясачные люди, потому что я про это читал в книге. Ну, несколько дольше, чем другие, тоже сомневалась. Дина, какой вариант ответа ты выбрала? Выбрала 3, но сомневалась между 1 и 3. Коллеги, видите, очень разные ответы. Здесь ведь есть ключевые слова. Зависимое население, податное население, и жившее в Казанском крае. Поэтому мы говорим не о привилегированном сословии, не о мурзах, не о холопах. Мы говорим о тех, кто жил здесь, на нашей территории, был зависимым, то есть был вынужден платить. Ясак. Это ясачные люди. Итак, правильный ответ, конечно же, ясачные люди. Ответ правильный только пока у Станислава. Остальные пока вы, к сожалению, ответили неправильно. У нас с вами все впереди. Внимание, вопрос. На берегу какой реки располагалась знаменитая Сиитова слобода? Вариант ответов. Каргалка. 2-й вариант Сакмар. 3-й Ик. 4-е Урал. У всех одинаковые версии. Виктория, какой вариант ответа ты выбрала? Вариант Сакмар. Мария Маратовна, пожалуйста, слово вам. Второе название сиитовой слободы, которое часто встречается в источниках, Каргала.
и, соответственно, река, на которой она расположена, Каргалка. Сегодня Ситова Слобода входит в состав города Оренбурга. Это очень значимый центр торговли и религиозный центр для татар. Основана она была в 1740-е годы. Название получила по имени купца Сита, собственно, но второе название по реке. К сожалению, хлопать пока мы не можем, а потому что из вас, к сожалению, никто правильного ответа не дал. Но это ничего страшного. Итак, вопрос номер 5 и последний этой викторины, ребята. Какой из городов Российской империи не играл достаточно большой роли в торговле татарских купцов с Китаем? Семипалатинск, Вятка, Троицк, Петропавловск. Ответы получены. Первым Камила на этот раз ответила. Да, Камила, ты какой вариант ответа выбрала? Я выбрала третий Троицк. А кто выбрал Семипалатинск? Я выбрал. Понятно, 2. Вот вы знаете, насколько ответы правильно, а опять они все очень разные, да? Если вспомнить географию все-таки, то из всех вот этих 4 городов 3 находятся на пограничье российско-казахстанском современном. Ну и какой из этих 4 городов не относится к российско-казахстанскому пограничью, как вы думаете? Вятка. Вот есть такой географический термин, этногеографический, этноисторический. Называется он Заказанье. Туда входит много районов. Они все расположены к северу от Казани, между Волгой и Вяткой. Ключевое слово «Вятка». Какой город располагался, крупный город, губернский город в период Российской империи, к северу от Казани, за территорией Татарстана? И назывался он Вятка. Как он сейчас, этот город, называется? Киров. Конечно, Киров. Проводим некоторые очень промежуточные результаты. Камила 7 баллов, Станислав 7 баллов, Малика 4, Виктория 3 балла. Ну вот Дине надо, конечно, подтянуться. Готовы к следующему конкурсу, ребят? Конечно. Определенно. Перед вами 4 категории вопросов. Это история, это политика, это культура и география. Ваша задача – выбрать категорию вопросов и категорию сложности. Да? У нас по 7 баллов у Камиллы и Станислава. Вот если бы я был Станиславом, я бы даме уступил место. Станислав, ты не возражаешь? Не возражаю. Ну что, Камилла, выбираем? Давайте начнем с истории 5. В конце 18-го, первой половине 19 века татарские предприниматели были владельцами кумачных мануфактур. Поясните, что собой представляло кумачное производство. Дина, пожалуйста. Смею предположить, что кумачное производство основано от слова «кума». Это производство представляло собой что-то связанное с родственниками. Как бы с Интересный семейством вариант, они да. работали. Что-то связанное с С родственниками. семейством. Так, И я вот думала, что Виктория правильно ответит, потому что она любит время СССР, а там вот это слово очень часто встречалось, такое кумачное знамя, алый кумач, ни о чем не говорит. Ткани. вот Да. это другое дело. Это ткань высококачественная, алая, красная, которая очень ценилась в различных областях народного хозяйства и как раз производилась преимущественно на территории нашего края. Станислав, выбирай. Я выбираю географию 7. По соизволению какого монарха татары получили возможность поселиться вблизи от Казани на низменном и болотистом месте за озером Кабан? И как стало называться это поселение? Ну, я посмею предположить, что монарх это был Иван Грозный, потому что я знаю, что при нем были люди, которые жили примерно в болотистой местности, и как стало называться, возможно, это черемисы. Поселение. Формировалось. Поселение как стало? Оно до сих пор так называется, раз татарам разрешили селиться на этом месте. Ты правильно сказала? При
Татарская слобода. Она сейчас называется Старо-Татарская слобода. Камила, собственно, она правильно ответила на первую часть вопроса. Да. 7 баллов. Камил, выбираем категорию. Давайте историю 7. Укажите имя деятеля, который в середине XIX века первым из татар начал читать лекции в столичном Петербургском университете. Ну, раз это просветитель, может быть, это Марджани. Может быть, Марджани, а может и нет. Ну, давайте-ка вспоминать, какие татарские просветители XIX века вам знакомы. Каюм Насыри. Правильный ответ нам озвучит Марат Салаватович. Правильный ответ – это Хусаин Фаисханов. Фаисханов – выдающийся востоковед, ребята. Он должен был преподавать в Казанском университете, но не успел по одной простой причине, что восточный разряд из Казанского университета потом переехал в Санкт-Петербургский университет. Ну что, Камил, с тобой остается право выбора. Давайте географию 5. Давайте. Как назывался уезд Казанской губернии, на территории которого располагались развалины древнего Болгара? Уезд, так? Свияжск. Вот не совсем. Давайте-ка торопиться не будем. Спасский уезд. Действительно, и район сегодня называется Спасский, находится там Болгар, да, уже музей под открытым небом. Надеюсь, вы все там были, если не были, обязательно надо побывать. Виктория у нас получает 5 баллов. Виктория, выбирай категорию. Политика 5. Как назывался орган управления при воеводе, в который входили дьяки, подьячие и другие должностные лица? Органы исполнительной власти на Руси XVI века как назывались? Камила? Может быть, это ратуша? Марат Славович, поможем ребятам. В данном случае речь идет о приказной избе, то есть это воеводское управление, которое возникло во второй половине 16 столетия, и вот этот орган – это приказная изба. Ну, к сожалению, ответа мы не получили. Ну что, подводим итоги первого-второго тура. Камила 14 баллов по итогам первого-второго тура. Виктория 8 баллов. Станислав 7 баллов. Малика 4 балла. Ну, а Дина себя проявит в нашем следующем конкурсе. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Суть следующего нашего конкурса – это чтение книги. У нас здесь лежат книги классиков татарской литературы Фатых Амирхан, Муса Джалиль, наш великий Габдулла Тукай. Причем они даны на 2 языках – на русском и на татарском. Вы выбираете книгу. Я теперь уже обращаюсь к нашему любезному жюри. Вы называете страницу, и наши участники читают небольшой отрывок. Дина, кого из авторов ты выбираешь? Я выбираю Габдуллу Тукая на русском. Так, Дина, для вас 50-я страница, пожалуйста. Невежество – позор татар. Она туманит взор татар. Учись, вкуси от всех наук, и счастье ты получишь в дар. Тогда хитрец чалмой, как шар, не сможет сеять лжи угар. А узких брюк ты не страшись, не развратят они татар. Все, спасибо большое. Спасибо. Бурные, продолжительные аплодисменты. Так, коллеги, мы оцениваем не сразу, после того, как послушаем всех наших участников. Спасибо. Малика. Я тоже выбираю Габдуллу Тукая на русском языке. Так, страница. 80. Не ленись, о, красавица, в зеркале чаще смотри, на лице все ясно, что розовее зари. Словно звезды глаза, и другой выгибает бровь. Эти губы твои целовал бы их я вновь и вновь. Погляжи и скажи, что не зря тебя хвалил поэт, и смысл этих строк тебе ясен, как солнечный свет. Станислав. Габдулла Тукая на русском языке. Страница 201. Как море, сердца ты пленял красотой, твой разум сверкал путеводной звездой. В сравнении с тобой все лики святых бледнели, ты был лучезарнее их. Не шел ты с поклонами в роскошь палат,
огрел неимущих лучистый твой взгляд. Ты молодость отдал священной борьбе, и грязные комья не липли к тебе. Спасибо. Виктория, кого выбираем? Муса Джалиль Муса Джалиль. на татарском. На татарском. Отлично. Виктория, для вас 20-я страница. Аныталмыйммы иркен стадионда егере футбол тибүне, әллә менә шинель кочагында мишень белән күзенә кысышып, курок тартып кына сөйләшүне сагынам микән шулай эш пошып. Белмим, нинди явыз хәтер, моңсулыкка минем өстәри, инде миңа чират җитнемени. Бик рахмәт. Ну и Камила. Муса Джалиль на русском. Муса Джалиль на русском. Так, и, пожалуйста, страница 105. В последний бой грабители рвутся в наш отчий дом, чтоб счастье отнять у страны родной. Вставай, наш край, на борьбу с врагом. Мы в бурю вступаем, в последний бой. Откроем огонь по фашистской орде. На суше, на море, в небе, везде. Под корень рубите, валите с ног. Врага, чтобы встать не смог. Спасибо большое, Камила. Спасибо. Я обращаюсь к жюри. Мы оцениваем по 5-бальной шкале. Я называю фамилии, вы показываете ваши оценки. Первый читал у нас Дина Япарова. Оценки Дины. 4, 4, 3. Очень неплохо. Малика Бариева. 4, 4, 3. Тоже неплохо. Станислав Ермолаев. 5, 3, 4. Очень разные оценки. Дальше у нас Виктория Мирлачева. 5, 5, 5. Ну и, наконец, Камила Нурулина. 5, 4, 4. Так, ну что, ребят, час пролетел. Наступает волнительный момент. Мне, конечно, грустно будет расставаться с теми, которые не проходят следующий тур. Я хочу выразить благодарность Дине, Малике, которая набрала Дина 11 баллов, Малика 15 баллов, за активное участие в нашей передаче. Вы получаете подарки, любезно предоставленные нам Министерством культуры нашей республики. Так, ну что, Станислав 19 баллов, Виктория 23 балла, Камила 27. Это победители этого тура. Вы получаете также подарки. И победители этого тура получают, ну, такой символический знак прохождения в следующий тур. Это пальца. Обратите внимание, она пока деревянная. Я вам пожелаю на следующем туре получить серебряную пальцу. Это будет проход уже в полуфинал. Ну и в итоге, конечно, золотая пальца. Я, конечно же, благодарю наших дорогих телезрителей. Оставайтесь с нами на следующей неделе, также будет интересно. Это был конкурс Тархан. До свидания. Да, немножко не повезло. Результат, конечно, неудовлетворительный, но теперь я знаю, над чем можно поработать еще. Нет, не обидно, я же знаю, что это не конец. Буду пробовать и пробовать. По крайней мере, у меня еще есть 11 класс.